Добрый день, дорогие гости канала культурного центра Рухордо имени Чингиза Айтматова. Сегодня с новой порцией в рубрике «Полезно, интересно и коротко». С вами я, Рыскан, гид Рухордо 2019 года. Я долго думала, что занимательно вам могу рассказать, особенно в эти дни, и решение пришло само собой. Сегодня вы узнаете о национальных играх, и в некоторые из них можно играть дома. Вам уже любопытно? Тогда начнем. Национальные игры занимали большое место в жизни кыргызского народа, без них не проходило ни одно народное гуляние или празднование. Конечно же, характер многих игр был связан с условием кочевой жизни, требовавшей постоянной готовности к действиям, храбрости, силы, ловкости. В общем, насчитывается более 70 видов игр, и некоторые из них можно встретить у десятков других народов. Самыми любимыми и почитаемыми были и остаются разные состязания наездников. Көкбөрү или улах-тартыш, иногда индивидуальная, но чаще всего командная борьба всадников за тушу козла. Это самая популярная игра кочевых народов Азии. Ат-чабыш – это скачки на лошадях по пересеченной местности на определенной дистанции, обычно от 4 до 50 километров. Следующая игра – это ударыш – единоборство двух всадников на лошадях. Побеждает тот, кто может скинуть своего соперника с седла, и в этой игре разрешается опрокинуть своего соперника вместе с конем. Тыйнэмэй – это когда всадник на скачущем коне наклоняется и поднимает с земли платок или же монету. А самым таким популярным развлечением не верхом у кыргызов является борьба на поясах – күрөш. Здесь можно использовать различные приемы, но нельзя отрывать свои руки с пояса соперника. И побеждает тот борец, положивший своего конкурента на обе лопатки. Давайте расскажу об играх, которые можно поиграть дома. Бешташ или топташ. В эту игру играли девочки. Она укрепляет пальцы, также улучшает координацию, вырабатывает ловкость и молниеносную реакцию. Для этого вам необходимо постелить плотное полотно. Наши предки чаще всего использовали различные куски войлока, оставшиеся от шердака или алакииза. Девочки играют по очереди. Если одна ошибается, то начинает игру уже другая. Суть заключается в том, чтобы подбросить и поймать все камешки по одному или по два одной рукой. Следующая игра – это альчик или чукы. В эту игру играют мальчики. Альчик – это маленькая кость коленного сустава барана. И для того, чтобы поиграть в эту игру, нужно выстроить альчики в один ряд или же круг. И цель заключается в том, чтобы на расстоянии нескольких метров игрок бросает свой чукы для того, чтобы выбить остальные альчики. И если это удается, игрок может забрать этот альчик себе. Игра продолжается до тех пор, пока не останется альчиков. Если вам было интересно и хотите узнать больше, то пишите в комментариях. Мне было очень приятно провести это время с вами. Благодарю вас за внимание. До новых встреч!